Живописная древняя башня селения Байни лежит у подножия Столовой горы. Именно здесь начинается официальный старт. Подъем в гору на высоту более чем на 2500 метров – задача не для слабых. Тренируют сегодня свою выносливость несколько сотен человек. Мы ежегодно принимаем участие в данном мероприятии. 22 июня мы забираемся на гору Столовую. Шикарная организация. Очень нам все нравится. Пока что даже не верится, что мы поднимемся, как обычно. Но все впереди. Справедливым будет назвать это восхождение мероприятием культурным, ведь здесь молодежь узнает об истории народа. Дойти участники должны до древнего святилища Миоцели, которое расположено на вершине Столовой горы. Интересный факт – у каждого восхождения был свой тамада. В этом году эта почетная миссия досталась Умару Цыроеву. Такой ритуал. При каждом восхождении с давних времен был тамада свой. Выбиралась тамада среди восходящих. Он устанавливался, ему давался посох в руки, и они делали восхождение. После этого ритуала спускались, и здесь тамада передавал эстафету. Через год в этом же месте передавал эстафету тот тамада, который в прошлом году избрали, уже следующему тамаде, который будет восходить. И с тех пор мы стараемся не утратить обычаи и традиции и держимся этого пути. Святилище Миоцели – это сакральное место поклонения божеству плодородия. В дни сильной засухи к святилищу поднимались жители окрестных деревень, чтобы попросить у бога плодородия послать им спасительный дождь. По данным историков, последний такой поход был осуществлен в 1925 году. Сегодня ингуши отказались от язычества, а подобное мероприятие больше напоминает активный отдых. Этнокультурный праздник Миоцели ожды эрсиметале хар шары миннацуи комитет по туризму цана дахж болгбер вай оз дахрге эмотик вехлары харчуши ниц бысты анец хатвана акалвала ши мотиге оз. В таком непростом деле важна хорошая компания. У этих молодых людей в дороге сломался автобус, поэтому их путь начался задолго до Байни. Но такие приключения делают этот день еще интереснее. Не сдаются в пути и сотрудницы Джайрахской больницы. Женщины не торопятся прийти первыми. Для них главное вдохновение и эстетика. Как может устать горянка? Тем более истинная горянка, ее должно это все вдохновлять, эту природу, эту красоту. Это же наша история, это земля, где жили наши предки. Поэтому я думаю, ни один человек не устанет, и по-любому мы должны, как говорится, подняться до конца, покорить горы, если это получится. Не легче и спортсменам, которые на этой неделе проходят сборы в Джайрахе. Тренер клуба, услышав о восхождении, отменил тренировку и отправил своих воспитанников на Столовую гору. К слову, их путь длиннее, чем у всех остальных, на целых 11 километров. Ну а кто-то идет легким путем. Посмотреть поближе башни, ощутить облака под ногами и, конечно же, вид, захватывающий дух. Все это откроется тем, кто соберется силами и осилит 2500 метров ввысь. В среднем путь займет 3-4 часа. За это время участники акции изрядно проголодаются. Поэтому у финиша их ждут угощения и танцы, если на них хватит сил. Зарема Ивлоева, Магомед Белакиев, Новости 24.